Мне некалі давялося быть инициатором, коли хочется, реставрации Несвижского замка. Это было непросто инициировать в 90-х годах, когда краина была не самой богатою на той час, пачаць такую велізарную працу, як реставрация Несвижского замка. Этому попередничала великая конференция ИКОМОС ИФЛА, организации международной, организации, якая является партнером ЮНЕСКО. И эта конференция прошла праз Варшаву, Несвиж, Вильнюс. З'ехалася з 40 краін навукоўцы. Яны ўбачылі наш Несвижский замок и парк. И вот там, менавіта на этой конференции, было поднято пытанне реставрации замка. С того и почалось. Приехали радзівілы, приехали особы, якія, будем лічыць, вельмі уплывовыя в плане реставрацыйных работ, захавання гістарычнай спадчыны. И они все сказали: нельга, каб такая каштоўнасць, як Несвиж и Несвижский замок, были мало знаёмыя ў свеце. Так пачалося. А потым з'явіліся и грошы. З'явілася дапамога сяброў. Наш президент, даведаўшыся про это, наведаў замок и сказал, что это вельмі патрэбна для нашей краины. Адбылося так, что приклад Несвижского замка стал прикладом Беларуси. Появилась программа «Замки Беларуси» у Министерстве культуры. И целый шэраг замков, притым не только державой, стал обновляться, приватным чином, вот як Любчанский замок, где директор фонда Любчанский замок Иван Антонович Печинский. Это потянуло за собой велизарную активность волонтеров. Волонтеры тысячами приезжают зараз для того, как можно было попрацаваць у замку, тым же Любчанским замку, у Гальшанским замку, у іншых месцах, где ведутся реставрацыйныя работы, такие как Кревский замок, Новогрудский замок. Беларусь недарма ж называли краиной тысячи замков. Их у нас много порушено, але многое засталось. Захаваць для будущих поколений — это наш святы обовязок. Тому праз вас я закликаю и волонтеров: адсочвайце, где что держава зараз робіць по замках. Адсочвайце и прапануйте свою дапамогу. Яна на сегодняшний день вельмі патрэбна нашей краине.